Строчить ровно и уверенно Диана Мургустова и Лина Чаниева хотели еще с детства. В 2018 году окончили курсы кройки и шитья, а после шаг за шагом осваивали эту профессию. Со временем мечта притворилась в жизнь, и девушки начали шить для себя, а после и принимать заказы. Шьют в основном женскую одежду. Также есть заказы и на мужские национальные костюмы. Мы планируем расширить свое производство, в дальнейшем даже открыть, основать свой бренд. То есть создавать эксклюзивные платья, они будут с вышивкой и с нашим орнаментом, и европейская вышивка. Мешало реализовать такие планы ограниченность в оборудовании. Бытовая швейная машина с такими задачами не справлялась. Встал вопрос о приобретении промышленной. А такая стоит не 1 десяток тысяч рублей. И тут Лина со своей племянницей Дианой решили попросить помощи у государства, а именно воспользоваться соцконтрактом. Заявку одобрили, и девушки получили 100 тысяч рублей. Этого хватило, чтобы купить несколько швейных машинок. Соцконтракт мы получили в октябре месяце, но начали работу в ноябре только. У меня была вот машинка бытовая старая, только одна. А в рамках соцконтракта мы приобрели промышленную машину ЖАК, оверлок, жуки фирма, и распашивалку. А также у нас есть пресс. Денег, конечно, 100 не хватило, мы добавили еще 30. Конечно, она облегчает работу, потому что промышленная и бытовая это не сравнится. Социальный контракт – это соглашение между гражданином и государством. Одна сторона обязуется реализовать все мероприятия, прописанные в контракте, другая же выплатить определенную сумму. Задача соцконтракта – поддержать малоимущие семьи, у которых среднедушевой доход ниже прожиточного минимума. На сегодня он составляет 11 895 рублей. Получить соцконтракт можно по 4 направлениям. Первый – это поиск работы. Второе мероприятие – осуществление индивидуальной предпринимательской деятельности. Это малое дело, свое дело. Третье – это ведение личного подсобного хозяйства. И четвертое мероприятие – это иные меры, осуществляемые для выхода из трудной жизненной ситуации гражданином. То есть семьи, которые оказались в трудной жизненной ситуации, для закупки продуктов питания, одежды, обуви и так далее, выделяется сумма именно одного прожиточного минимума в месяц для этой семьи. То же самое именно по этим озвученным двум мероприятиям осуществления индивидуальной предпринимательской деятельности и ведения личного подсобного хозяйства установлена единовременная выплата 100 тысяч рублей для приобретения техники, оборудования, для реализации своего дела. Программа начала свою работу, как и в общем по стране, с 1 января 2021. За год заключено около 5000 соцконтрактов. На это было выделено свыше 220 миллионов рублей. По поиску работы мы заключили где-то 2731 контракт. По осуществлению индивидуальной предпринимательской деятельности было заключено 669 контрактов. Сельское хозяйство, ведение личного подсобного хозяйства было 442 контракта. И материальная помощь в рамках осуществления иных мероприятий, направленных на выход из трудной жизненной ситуации, семью, было заключено где-то 1140 контрактов. Работа программы продолжается и в этом году. Так запланировано заключение около 3800 социальных контрактов по 4 направлениям. На эти нужды направлено около 270 миллионов рублей. На первый квартал прием документов завершен, выплата должна уже скоро прийти. А с 1 апреля начнется прием документов и на второй квартал. Об условиях заключения соцконтракта можно ознакомиться на сайте Минтруда в специальном разделе. Муслим Ганиев, Асхаб Белакиев. Новости 24.